Еще такие моменты бывают, что некоторые такие представители религиозных деструктивных течений под именем ислама отравляют сознание нашей молодежи. А молодежь, попавшая в плен этих религиозных течений, не могут различить правду от лжи. Как нам формировать иммунитет против этих религиозных деструктивных течений? Формировать иммунитет против этих деструктивных религиозных течений – это только образование, только обучаемость, только грамотность. К сожалению, в нашем обществе светские знания во многом ставятся на шаг выше, чем религиозная грамотность. Но в данной ситуации, когда политическая ситуация, социальная ситуация, когда определенные группы своих интересов прикрываются, как вы сказали, религией ислама и исламом, но религиозная грамотность – это наиболее важная часть жизни общества должна получаться. То есть человек, он должен всегда знать основы своей религии. То есть если человек стал этническим мусульманином, его родители должны объяснять ему, что такое ислам, что это означает, сколько столпов имеет ислам, объяснять истинные ценности ислама, истинные ценности, истинную сладость веры, имана, истинную жизнь пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, о чем он говорил. То есть, к сожалению, у нас, если ребенок хочет изучать английский, его ходит на курсы, оплачивает. Если хочет заниматься спортом, то контролирует, чтобы он ходил на курсы, на всякие секции спорта, чтобы он этим занимался. Когда он побеждает на каких-то олимпиадах, на каких-то спартакиадах, мы радуемся, да? Но, к сожалению, мы упускаем большой важный момент, когда мы должны обучить своего ребенка азам, основам своей религии. Он должен знать, откуда все это появилось. И этот человек, иншаллах, он не будет в дальнейшем, в будущем жертвой этих деструктивных религиозных течений. Не будет заблуждаться. Да, к сожалению, у нас есть такие факты, когда человек, он светский грамотен, имеет какие-то ученые степени в какой-то области науки, но, к сожалению, из-за того, что в детстве его не обучали, в молодежном возрасте, в подростковом возрасте его не обучали религиозной грамотности, к сожалению, этот человек стал жертвой деструктивных религиозных течений. Если даже проникнуться в историю наших отцов и дедов, все, кто служил верой и правдой нашей Родине, отчизне нашей Казахстану, у всех было основа, фундаментом их образования, это были религиозные учебные заведения или элементарные молда, которые были в аулах. Они все получали оттуда сперва грамоту, сперва узнавали ценности своей религии. Это был фундаментом для развития этого человека. И как мы видим, то, что те, кто в нашей истории, начнем даже с Сабая, которого мы в прошлом году отметили 175-летие, его день рождения обучался в медресе, и человек принес столько пользы своему народу. Мы им хвалимся, например. Конечно. И поэтому религиозная грамотность, это должна быть на одной параллели со светской грамотностью, чтобы уберечь будущее нашей молодежи, будущее наших детей.